Здравствуйте, это программа «Время сверять часы». С вами телекомпания ТУА-24 и я, Мадр Сандан. Заболеваемость коронавирусом в республике немного снижается. В начале недели 177 случаев, в пятницу 166. По количеству летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, статистика обратная. Июльский пик унес 17 жизней, уточнила экспертная комиссия. Все жертвы инфекции – люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Добавим, что сейчас в ковид-госпиталях в тяжелом состоянии находится более 300 человек. В конце недели Минздрав Тувы направил в федеральное ведомство письмо с просьбой направить в республику десант врачей для оказания методической помощи. Врачи с тревогой отмечают, что в третью волну пандемии вирус поражает детей и молодежь. В стационарах республики от коронавируса лечится 67 детей. Состояние двух оценивается как тяжелое, одного крайне тяжелое, угрожающее жизни. Чем запомнилась эта неделя? Для руководителей Кожунов наверняка тревожным звоночком из Белого дома. На подведении промежуточных итогов выезда в Кожунов Владислав Хавалык подверг критике органов власти республики за инертность. Выяснилось, что даже получив нужную поддержку, местные власти пребывают в спящем состоянии. Руководитель региона четко дал понять, что мириться с этим он не намерен. В первую очередь Владислава Хавалыга интересовало исполнение его поручений по устранению обозначенных в ходе поездок проблем в социальном блоке. Ремонт и реконструкция школ, объектов вода и теплоснабжения, строительство спортивных залов. Время идет, сейчас мало времени осталось, до начала учебного года. Хотя бы начни внутри вот этих классов, да, потолком займись, он победит. Чахольский подряд, не он победит. Обеспечь, пожалуйста. Начни эти работы сейчас, пока детей там нету. Наружную работу будешь проводить потом уже, после торгов, на улице, да. В сентябре даже, если будешь проводить, фундаментом, кровлей будешь заниматься. Начни все эти работы, внутренние работы сейчас. Обеспечь, не спи. Опытный хозяйственник Владислав Хавалык, разбирая по пунктам отчеты по исполнению его поручений, уверенно отделял семена от плевел. Он отметил, что как на местах, так и в ведомствах, отвечающих за жизнедеятельность республики, существует инертность мышления, нерасторопность, которая грозит дополнительными финансовыми и материальными расходами. Пора бы уже научиться своевременно решать хозяйственные вопросы, не ждать, когда проблема усугубится настолько, что потребуется личное вмешательство губернатора региона. Срок уже второй раз сорван. Естественно, порекомендовал, с этим подряд и расторгнут. Мне сказал законодательно, вот второй участник, он может дальше продолжить. Я говорю, ну так делайте, как положено. Сколько времени прошло, контракт не расторгнули его уже. Второй подряд не приступил к работе, а мы спим. Все лето заканчивается. Из-за этого я решил, ну-ка давай-ка проверить, так сказать, да, перечень своих поручений по другим, так сказать, да, по другим районам. Никто не проверяет. Не удовлетворившись результатами ВРИО, главы республики порекомендовал докладчикам разобраться с ситуацией на местах и лучше подготовиться к следующему совещанию, на котором подобный непрофессионализм чиновника будет рассматриваться как несоответствие занимаемым должностям. Сайгын Бирбил, Миран Иргит, ТУА-24. Местные власти не справляются и с мусорным вопросом. Жители республики этого пока еще не ощутили, но проблему пытаются сдвинуть с мертвой точки в правительстве сверху. Задача заняться стихийными свалками и прийти с ремонтом самые запущенные дворы и подъезды республики поставлена новому министерству ЖКХ. О новом старом направлении работы правительства в материалах наших корреспондентов. Совещание сразу же приняло деловой и даже жесткий тон. Владислав Хавалык, как опытный хозяйственник, мгновенно отметал пространственную часть докладов и заставлял руководителей высказываться только по сути. Мы же взрослые люди, же сколько можно перечислять. Вы договорились, какие ваши? Я давал вам поручения. Вы должны просто в общем сказать, на такие-то заводы договорился, торги тогда-то будут, так сказать, контракт тогда-то будут, в течение какого-то времени не поставят, или мы получим. Проблем с благоустройством муниципальных хозяйств накопилось немало. Республика, занимаясь активным строительством, упустила из виду жилищно-коммунальное обеспечение имеющихся объектов. С образованием отдельного ведомства есть надежда, что ВОС двинется с места. А для этого нужны серьезные профессионалы, умеющие пробивать лбом любые преграды. Сама цель не набрать людей, а набрать специалистов. В принципе, мне очень хорошо помогает управление ЖКХ республики, поэтому мы пока с ними работаем. Конечно, и кандидаты на должности министерства тоже подбираются, рассматриваются. Но я думаю, что постараемся людей набрать, опытных, таких вот ответственных людей, которые знают свою сферу.
В настоящее время на устранение накопившихся жилищно-коммунальных проблем выделены немалые средства, которые будут направлены в первую очередь на ремонт многоквартирных домов. Должен быть подъезд отремонтирован, покрашен, ну и установлены светильники, чтобы сразу было видно, что. Поэтому в рамках вот этой программы еще раз прорабатывается вопрос не только ремонта подъездов. Допустим, будут еще, производиться дворовые освещения, тоже будут производиться. Тоже определенная сумма заложена, она тоже будет заложена, разыграна, и тоже будут светильники закуплены, тоже будут устанавливаться во дворовые территории, в квартальной территории тоже будут освещены. Это в том числе по всей республике. Это не только город Кызыл, это вся республика, районные центры точно. Можно 100 раз сказать, проблем много и их нужно решать. А можно наметить реальный план по стабилизации ЖКХ Тувы, выделив его в практически отдельную программу. В Рио главы Тувы намерен решить вопрос о региональном операторе по вывозу мусора, начать повсеместно устанавливать детские площадки. Пожалуй, впервые за долгие годы лично руководитель берет под контроль сферу ЖКХ. Такого широкомасштабного охвата жилищно-коммунальных вопросов в республике не было с советских времен. Всем сотрудникам нового министерства и министру, в частности, нужно надолго закатать рукава. Сайгын Бирбюч, Айхан Донга, Кангыр Оржак, Тува 24. Напомню, что с 1 апреля текущего года функции регионального оператора по вывозу мусора выполняет МУ «Благоустройство». А все потому, что красноярская компания СЦТБО не справилась со своими обязанностями. В результате Кызыл в буквальном смысле погряз в мусоре. В какое-то время из-за этого даже вводили режим ЧС. Сейчас же МУ «Благоустройство» направило заявку, необходимую документацию на получение лицензии. Средства на строительство нового межмуниципального полигона уже заложены в бюджет. Существующий полигон города Кызыла, срок действия решением суда установлено до 31 декабря 2022 года. Для решения этого вопроса ныне существующий региональный оператор благоустройства направила заявку и документацию на получение лицензии на размещение отходов. Сегодня стало известно, что они получили отказ. Нам поручено изучить этот вопрос и помочь в получении все-таки этой лицензии. Это первый этап. Параллельно в республику заложили средства на разработку проектно-сметной документации на строительство нового межмуниципального полигона. Сейчас мы разработали техническое задание, дорожную карту. И как только нам доведут лимиты, будем инициировать проведение тендерных процедур. В республике услугами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами охвачены не все кожуны. Причина – отсутствие организации коммунального комплекса, нет специализированной техники, а также отсутствие лицензий на транспортировку ТКО. Для решения проблемы планируется приобретение современной техники. По поручению Устава Товарищевича мы сейчас будем приобретать спецтехнику новую. Там будут не только мусоровозы, там будет и другая техника для перевозки специальной техники в отдаленные районы республики, чтобы там начать работу. По поводу организации работ, мы запланировали на базе существующего государственного унитарного предприятия создать некое специализированное предприятие по этой работе. Новое Министерство жилищно-коммунального хозяйства готово разгребать завалы проблем, которые копились не один год. Одно из приоритетных направлений – ликвидация несанкционированных свалок. Мы видели, что очень много несанкционированных свалок. Конечно, мы начнем в первую очередь, конечно, плановый вывоз мусора. Это вот многоквартирные дома, в районах, где есть контейнера, будем вывозить. И параллельно, конечно, особенно Устав Товарищевич дает задание прямо в кратчайшие сроки все свалки ликвидировать и привести в соответствие. Образовать, допустим, там пункты накопления, они должны быть организованы, чтобы люди знали, соответственно, имели там обозначение этой свалки. Не свалки, а накопление пункта. Вот такая работа будет производиться. В целом можно сказать, что мусорные вопросы и проблемы ЖКХ сдвинулись с мертвой точки и начали решаться. Так, только в столице будет отремонтировано около 360 подъездов. В планах также установка уличного освещения и благоустройство детских площадок. Айрас Адбуям Мугуш, Кузел Сарысарен, Тува 24.
По индивидуальной программе социально-экономического развития республики на реализацию проектов по производству кирпича и железобетонных изделий до 2025 года направят почти 2 миллиарда рублей бюджетных средств. Отмечается, что реализация 2 проектов создаст 200 рабочих мест, а также обеспечит отчисление в бюджет республики порядка 350 миллионов рублей в год. Первые шаги уже сделаны. Средства инвестированы в частный кирпичный завод. На проектную мощность 10 миллионов штук кирпича производитель планирует выйти в марте следующего года. Подробности далее. Строительный кирпич марки М125 и 150 по оценке специалистов – это удачное сочетание хорошего качества и доступной стоимости. Именно такую продукцию выпускает общество с ограниченной ответственностью «Сенги». Предприятие рентабельное, запасов сырья, красной и серой глины хватит лет на 10, делится руководитель предприятия. Это серая глина, это красная глина. Они добавим, получается, марта 125 до 150. Что качество хорошее. Если только на красное или только на серое, они качество не входят на марта 125. Завод имеет лицензию на выпуск сертифицированной продукции и успешно работает вот уже 11 лет. Это и стало главным аргументом в пользу вложения средств индивидуальной программы развития в расширение производства кирпича на базе местного производителя. На приобретение материалов для новых цехов обжига и сушки, а также импортного оборудования направлено около 40 миллионов рублей. Потребность кирпича текущего производства она будет закрыта. Но мы планируем больше акцент сделать на увеличение жилищного строительства. Соответственно, все мощности этого производственного цеха они будут полностью загружены. Также в дальнейшем будем рассматривать, исходя из потребностей, возможность дальнейшего расширения либо строительства подобного еще одного объекта. В Минстрое пояснили, что тувинский кирпич, не уступая по качеству Засаянскому, будет стоить около 10 рублей за штуку, что на 5-6 рублей дешевле привозного. Выйти на проектную мощность в 10 миллионов штук кирпича в год производитель планирует в марте следующего года. Увеличенные объемы местного стройматериала направят на строительство жилья. С расширением производства местный кирпич должен стать доступнее и для частного строительства. Мадр Сандал, Владимир Сюртук, Ангер Оржак, Тува-24. Ключевой проект индивидуальной программы строительства железной дороги в силу объективных причин отложен на неопределенный срок. В правительстве республики решили, что тогда создавать новые рабочие места и востребованные производства нужно в сельском хозяйстве. В том числе открывать мельницы, молочно-товарные фермы, укреплять сельхозпроизводителей техникой. В чем нуждаются наши фермерские хозяйства и чем может им помочь власть, в репортаже из Судхольского Кажуна. Семья Тюлюш, которая дружно запустила предприятие СПК «Саян» крепкая. Каждый занят своим делом. Родители отвечают за выращивание зерновых, сыновья занимаются пилорамой и производством шлакоблоков. На 700 гектарах земли здесь колосится рожь и пшеница. Но уже сейчас рачительные хозяева переживают за то, что делать с обмолоченным зерном. Нам нужен хранилище зерна и зерночиститель. Такая проблема. Примерно 15 лет. Я сейчас не работаю. Вот, сын мой, старший сын работает. Также хранили. Но вот, когда зерно сухо, хорошо, все нормально. Не так мы не бросали, не гнило. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Саян» – предприятие многопрофильное. Кроме сельского хозяйства занимаются всем понемногу. Приходится перевозить и продавать уголь с чаданского разреза, содержать пилораму. Все за тем, чтобы удержаться на плаву. Есть задумка и по производству муки. Хранилище для зерна имеется, но требуется его ремонт. Так как у предприятия в наличии свои материалы, в РИО главы Тувы предложил ремонтом кровли заняться самим. А вот по поводу мельницы сказал следующее. Если вот это все расчеты сделать, тогда мы попробуем вам помочь, так скажем, в приобретении мельницы. Мельницы довольно. В то же время вы, в свою очередь, должны уже здесь сделать для хранения зерна, так сказать. У вас пилорама есть, блоки есть. Сами должны, так сказать, здесь кровлю сделать нормально, отремонтировать, все, что необходимо. Владислав Хавалы внимательно осмотрел территорию и отметил, что приобретение мельницы рассмотрит совместно с Минсельхозом республики. Другой важный вопрос – как увеличить урожайность. Растительная система пришла в негодность, а для хорошего урожая пшеницы необходимо больше влажности земли. А сейчас на поле засуха. Если правоустанавливающих документов не будет, то уже в оборот деньги нельзя пустить. Вот эти государственные субсидии, да? Вот. Я еще раз повторяюсь. Правоустанавливающие документы потом закрепляются за
товаропроизводители, кто будет выращивать зерно, допустим, за ними. Вот, и они могут смело вкладывать. Вот сейчас как раз с их стороны нужно мероприятие проводить, чтобы уровень воды поднялся. Да? Да. Надо вкладываться. Вот эти вложения компенсирует государство, федеральный бюджет в данном случае. Участок нуждается в ремонте оросительной системы, который запланирован на 2024 год. Вот за этими, да, вот это на границе, вот за посадками деревьев, там следующий тоже и еще больше земли, которую нужно оросить и там же выделить земли другим землепользователям. Вот. Сейчас пока они не используются, потому что там вода в полной мере не поступает. Там головное сооружение требует восстановления, реконструкции. Из-за этого пользователи пока, видите, не воздерживаются. Владислав Таваштаевич здесь давал для пояснения, что в первую очередь нужно, чтобы было оформлено документально. Владислав Хавалык отметил, что правительство республики рассмотрит возможность приобретения нового оборудования. В целом предприятию требуется зерноочистительная машина и мельница. Все сразу не получится, но с одним точно помогут. Инна Клаян, Буян Мангуш, Ангар Оржак, Тува-24, Судхольский, Кажун. Долина Царей, станция Тайга, ягодные и грибные места, чистый таежный воздух. Северные ворота республики и живописный Пихемский Кажун имеют все возможности, чтобы стать местом паломничества туристов. Но для этого нужна развитая инфраструктура. Вместе с главы региона по красочным, но пока не освоенным местам Пихема проехался и наш корреспондент. В настоящее время проводим реконструкцию захоронения. Обозначаем камнями места, где изначально находились останки князей с княгиней. В этом году курган Аржан-2, где обнаружено самое богатое захоронение скифского вождя, отмечает 20 лет с момента начала его раскопки. В кургане обнаружено более 20 килограммов золотых изделий бытового и культового характера, выполненных в зверином стиле. Кроме этого кургана, здесь зарегистрировано 720 захоронений, в связи с чем за ним закрепилось название «Долина царей». В настоящее время курганы стали местом поклонения диких туристов, вызывая этим опасения у историков. Владислав Таваштаевич, прошу вашего содействия, чтобы Долина царей попала в программу охраны ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. В то же время ученые понимают, что запрет посещения курганов не панацея. Лучше организовать этот поток, сделать его законным. Оборудовать погребально-поминальный комплекс инфраструктурой, позволяющей смотреть, но не трогать. Этаким музеем под открытым небом. Сделать Долину царей привлекательной для туризма и в интересах республики. Это дополнительные инвестиции. Вы приехали вот в такое удивительное, знаменательное время, когда мы накануне столетия создания ТНР, да? А у нас еще свой праздник есть, вот тоже очень важный, 40 лет создания нашего музея, который имеет непосредственное отношение вот и к тому, что сейчас памятник создается, и к тому, что восстановлено имя честное и благородное, и его, так сказать, заслуга Иннокентия Георгиевича. В Пихеме есть еще одно замечательное историко-культурное место, которое незаслуженно не привлекает внимание туристов. Это филиал Национального музея республики в городе Туран имени Сафьяновых. Музей хранит историю об одном из выдающихся общественно-политических деятелей республики, основателей государственности Тувы Иннокентии Сафьянове. Среди экспонатов можно заметить уникальные реликвии. Вот, например, посмотрите, вот вроде бы новенький сепаратор, да, вроде бы, а ему лет 150, наверное. Это фирма стокгольмская. Следующее туристически привлекательное место Пихемского Кажуна по праву считается традиционное место зимнего отдыха жителей Тувы – станция Тайга. С подведением к станции электричества и воды с этого года появилась возможность значительно расширить спектр комфортной зоны для отдыхающих. Получили поручение изучить возможность обустройства склона для обеспечения возможности катания на горных лыжах. Также в части создания первоначальной инфраструктуры в виде современных и красивых пунктов проката, пунктов общественного питания, обустройства парковочной зоны и освещение зимней лыжной трассы для беговых лыж. В том числе для того, чтобы у нас была возможность кататься на горных лыжах, необходимо поставить бугельный подъемник. То есть это возможность, конечно, мы будем оценивать и предложим комплексное решение в виде эскизного проекта. Для этого мощности хватает? Да, на сегодняшний день пропускная способность используется меньше, чем на 10% из того резерва, который есть по электроэнергии.
Владиславом Ховалыгом было отмечено, что в республике нет мест для экологического отдыха людям с ограниченными возможностями. Станция «Тайга» открывает им эту возможность. Мы сегодня посмотрели, есть проект действительно для инвалидам, колясочникам, да, действительно там можно устроить трассу очень удобную из деревянных досок, такое сооружение уже сейчас есть где-то на 300 метров, да, уже и дальше по мере приобретения соответствующего материала это все будут достраиваться. Заказчиком нового проекта стало республиканское государственное бюджетное учреждение «Природный парк Тыва». В данном участке мы на следующей неделе уже планируем тропу, экотропа для людей с ограниченными возможностями. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Бады Су Менги. Он уже начинает с завтрашнего дня, там подготовительная работа начинает делать. Для чего делается, чтобы для людей с ограниченными возможностями? У нас в республике очень мало таких инфраструктур, особенно в тайге, чтобы люди отдыхали, на колясочники или инвалиды, слепые, глазами, которые, для них это делается, чтобы отдыхали. Вокруг у нас тут по пути будет только кедровый лес. Чтобы притворить все планы в жизнь, силы и средства есть. Работы уже начались. Требуется теперь только желание и серьезный подход к поставленным задачам. Сайгын Бюрбю, Буян Мангуш, Миран Иргит, Тува-24. Итак, мы сверили часы. Встретимся в следующую субботу. И напоследок. Есть только один способ избежать критики. Ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. Думается, что эта мысль Аристотеля в каких-то комментариях не нуждается. Всего вам доброго.